За 5 месяцев текущего года показатели собираемости за потребляемую электроэнергию в процентном соотношении стали меньше, но в денежном возросли за счет повышения тарифов. В целом потребление электроэнергии, по словам генерального директора Черноморэнерго Тимура Джинджоля, сократилось на 220-230 миллионов киловатт-часов. Такие показатели стали возможны благодаря установленным приборам учета, погодным условиям и борьбе с майнингом криптовалют. Всего установлено порядка 10,5 тысяч счетчиков. Правительство профинансировало приобретение еще 12,5 тысяч приборов учета. Часть из них уже пришла и распределена по районам. До конца года их должны установить. Та программа по установке приборов учета, которая заложена на сегодня, активно продолжается. Параллельно с этим мы приобрели и приобретаем уже на свои средства большое количество приборов учета для того, чтобы оснастить ими предприятия и дома отдыха, гостиницы. Начали с города Гагры. На сегодняшний день нами установлено порядка 200 приборов учета. Эта работа проделана дней за 20, наверное. Это большие серьезные объекты, которые потребляют приличное количество киловатт-часов. Уже 4 миллиона киловатт-часов прошло через эти новые счетчики. По тарифу сегодняшнему это 8 миллионов рублей. Это практически все объекты, которые до этого платили по установленной мощности. Там недоплачивали реально большие суммы. Сегодня весь их расход взять под контроль. Сейчас в конец месяца мы начали им выписывать счета. Финансовый итог этой работы мы можем сказать после 5 числа. Премьер-министр Александр Анклав особо обратил внимание на вопрос собираемости платежей за потребленную электроэнергию в Гагарском, Гудаутском и Сухумском районах, подчеркнув, что цифры собираемости неутешительны. Почему на объектах, которые зарабатывают деньги, нет учета потребленной электроэнергии? Об этом же нам надо говорить. В Гагарском районе должны быть другие цифры, в Гудаутском районе должны быть другие цифры, в столице должны быть другие цифры. Собираемость платежей за электроэнергию в Гагарском районе с января по май текущего года составляет 31,5%. В РЭС 81 сотрудник. Это контролеры, инспектора, сотрудники сбыта. По словам начальника Гагарского филиала Черноморэнерго Аслана Айба, ощущается нехватка кадров. По его мнению, увеличение тарифа на электроэнергию тоже отразилось на платежах и собираемости. Гагарская РЭС. Итоги 2012 года. 10 тысяч абонентов, процент оплаты 64,9. Тариф был другой, ты говоришь, тариф повысился, хуже стало. Тариф, когда был 50 на 50, в городе сами что-то ремонтировали, заинтересованы были. А сейчас, кроме у нас, я жаловаться сюда не пришел. За эти 2 года зарплату и ГСМ я больше ничего не получал, Александр Золотницкий. От кого? От Черноморэнерго сбыт вообще не контролировали. Мы сбыт Черноморэнерго никакое отношение мы к сбыту не имели. Сегодня сбыт находится в прямом подчинении у Аслана. Более того, с нами оговорен с ним тот процент от собираемости, который будет оставаться в самом РЭСе, которая будет идти на их содержание, зарплату, на их нужды. Так. И это поможет? Я думаю, что это активизирует, заинтересует сотрудников РЭСа для более плодотворной работы. Присутствовавший на совещании депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш поинтересовался, почему коммерческим структурам приборы учета должны покупать из бюджета. Почему хозяйствующие субъекты, гостиницы, дома отдыха, производства, рестораны, где люди зарабатывают, я понимаю, по физическим лицам могут существовать проблемы, но по юридическим лицам почему такая картина должна складываться? И почему приборы учета, они не должны, почему для нас должно быть новостью, люди вводят в эксплуатацию гостиницы, они имеют свет, кто их подключал? Кто тех условия давал, кто их подключал? Не мы с вами. Почему они не платили? Почему долги есть? Без разрешения. Без разрешения, без ничего. Как эти люди подключились, без тех условий, без ничего подключились, а мы сейчас тех условий задним числом это надо будет делать. Кто это допустил и кто за это несет ответственность?
Коммерческие предприятия должны сами покупать, устанавливать, и Это в законе отражено? в законе это в положении отражено, насколько я знаю, в положении. Вот. Но проблема в том, что любое предписание, которое мы сегодня выписываем нашему товарищу, придя к нему на объект, он будет его выполнять годами. Отключать? Отключаем. А какой дальше механизм наказания есть? Куда мы это должны передать? Исковые заявления есть, вы договоры заключаете. Мы эти приборы учета приобретаем не из бюджетных средств, из своих средств приобретаем. Мы никак это не путаем, потому что мы знаем, что бюджетные средства направлены определенно под определенных потребителей и абонентов. Эти деньги мы из своих средств Черноморэнерго, заработанных, мы решили это делать. Почему, тоже скажу. Потому что нам нужны приборы учета определенного типа, которые передают нам информацию в сухом, прямо на головной наш сервер, где происходит автоматическое, без участия контролера, человека, и все, программа сама уже начисляет и выдает в конце месяца готовый счет абоненту. Я вас уверяю, что мы теряем намного больше, чем стоимость этого счетчика. Потому что среднее арифметическое показание счетчика 20 тысяч киловатт в месяц показал по потреблению на сегодняшний день то, что мы установили. 20 тысяч киловатт – это 40 тысяч рублей на сегодняшний день. Введение объектов в эксплуатацию и их функционирование без приборов учета электроэнергии недопустимо, отметил Александр Анкваб. Премьер-министр поручил взять этот вопрос на особый контроль. Опять буду говорить банальные вещи. Хочу спросить, у вас на всех мойках приборы учета? Во всех опацхах приборы учета? Во всех кафе, ресторанах, гостиницах, мини-гостиницах? Везде приборы учета. Тимур Иванович, поезжайте, возьмите весь свой коллектив и проверьте один день, любой район. Других источников для поддержания ветхой энергосети у нас нет. Инвестиций мы не хотим, чтобы пришли в электроэнергетику. Тогда давайте сами пытаться что-то делать. О ситуации с собираемостью и борьбой с незаконными подключениями к электросетям в районах отчитались начальники районных филиалов Черноморэнерго. Показатели по собираемости во всех районах низкие. Тимур Джинджулия заверил, что для улучшения ситуации будет сделано все необходимое. Будем и вынуждены работать, потому что не оплачивать за электроэнергию не получится. Это один из главных и основных ресурсов у нас сегодня в Абхазии, к которому надо относиться бережно. Все дело для того, чтобы электроэнергия экономилась. Все дело для того, чтобы высвобождались мощности и чтобы могло работать какое-то у нас производство, предприятие, дома отдыха. Мы должны идти по этому пути, другого выхода нет. В завершении совещания Александр Анкваб поручил усилить работу Черноморэнерго и районных РЭС по выявлению незаконных подключений к электросетям, увеличить собираемость платежей за электричество и в случае необходимости применять меры административного воздействия на неплательщиков. Алька Тапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.